Хундутунухут. Отвечу на вопрос, оставлю в комментариях по поводу разницы между причастием болгон и болонхэ. Для начала подведем предварительный итог. Мы уже с вами достаточно близко познакомились с основным причастием бурятского языка. Это причастие будущего времени, как оно называется в грамматике. Его можно назвать причастием свойства или качества. Причастие настоящее. Если взять на примере глагола боло, то оно выглядит как болх. Дальше причастие настоящего прошедшего времени. Его я называю причастием несовершенного вида, то есть это боло. И причастие совершенного вида болгон. Теперь рассмотрим причастие болонхэ. В грамматике оно называется причастием давно прошедшего времени. И в чем же разница с причастием болгон? Давайте вспомним песню «Аду шины дум». Там есть такие строчки. Герой песни, обращаясь к своему скакуну, говорит «Хусте далите болонхэ», то есть ставший с сильными крыльями. То есть словосочетание «хусте далите болонхэ хулук». В чем отличие от далите болгон хулук? В том, что далите болгон хулук здесь акцент на совершенном действии, то есть который обрел крылья. А болонхэ, здесь акцент смещается в сторону того, что результат этого действия актуален в данный момент и будет актуален в течение какого-то времени в будущем. Конь не может всегда быть сильным. И давайте рассмотрим более прозаический пример. Например, Дамдин Манеды и Еренхэ Хумвейны. То есть Дамдин есть человек, который пришел к нам, но акцент не на этом, а на том, что он есть у нас сейчас и какое-то время будет у нас в будущем. Теперь убираем Хумвейна и остается Дамдин Манеды Еренхэ. То есть Еренхэ из определения превращается в сказуемое. Хундутунухот. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Дахим узатара перте.